Так, надеюсь, все запустилось. Если все нормально, напишите куда-нибудь, пожалуйста. Ну ладно, в общем, я не знаю, насколько все у меня работает. Надеюсь, что работает. Так, если меня слышно, Кать, проверь, пожалуйста, насколько у нас что-то живое есть. О, ВК работает, да? Ну, Рутуб, похоже, не завелся, потому что я не смог, в общем-то, в принципе, в мобильном приложении нажать кнопку «Запустить стрим». Вот, но я вижу, что в Ютубе есть трансляция, вижу, что в ВК есть. Ну и ладно, значит, уже в принципе, хорошо. Всем привет, друзья! Я Матвей Дренкин, вы на моем YouTube-канале. Это наш первый стрим, мобильный стрим на улице. И решили мы его провести в городе Москва. Капец, сдувает меня, ё-моё. Вот, в общем, да, здесь очень ветрено. И это был наш новогодний уикенд. То есть мы отмечали Новый год в городе Москва. Сейчас мы вместе с вами пойдем прогуляемся по Арбату. Стрим у нас будет небольшой, потому что у нас коляска, у нас много всего. С собой я вообще с рюкзаком, поэтому будем гулять постоку-поскоку. Ну, то есть просто гулять, наслаждаться видами и смотреть вообще, что у нас есть на Арбате. Мы только что вышли из гостиницы «Азимут». И сейчас пойдем на Арбат гулять. Буду что-то попутно рассказывать, наверное, что знаю. А если что-то не знаю, буду просто рассказывать про нашу жизнь. Какие-нибудь интересные истории буду травить. Вот. Ветер у нас сегодня жуткий, погода пасмурная. И все, в принципе, как-то вот так вот и есть. Если хотите услышать Катю, можете тоже, не знаю, написать мне какой-нибудь в WhatsApp, что ли, я не знаю, в Telegram. Потому что петлички у нее нет, петличка только у меня, но у нас есть вторая. Мы сейчас стартовали от здания МИДа. Что-то я его не успел показать. Ну, ладно, покажем его со стороны Арбата. Вот. Давайте гулять. Москва своей погодой нас сегодня провожает довольно, ну, сказать так, мрачно, что ли. И ветрено, и пасмурно. Хорошо, хоть дождя нет. Это на самом деле радует. Блин, я, конечно, вот расстроен немножко тем, что я, кроме как просто смотреть в окно стрима, больше ничего не могу видеть. Но кто-нибудь может, кстати, нас даже небольшим донатом поддержать по QR-коду, если смотрит. И уведомление о вашем донате должно тоже сразу на экране появиться. Что касается количества людей в Москве, в особенности в начале года, во время Нового года, новогодних праздников, людей очень много.
На Рутубе, ребят, не работает, скорее всего, стрим, потому что Рутуб настолько у нас отстал от жизни, что чтобы мне сейчас запустить на Рутубе стрим, мне нужно достать ноутбук, найти Wi-Fi и нажать кнопку «Начать трансляцию». Так что прошу прощения, что в Рутубе у меня не получилось его стартануть. Рутуб не адаптирован. Заходите в ВК, заходите в YouTube, у кого он работает, и я думаю, там должно работать. И напишите куда-нибудь, пожалуйста, вообще есть ли хоть что-то, ну, то есть все ли у нас работает, потому что я всего лишь на скорую руку сделал 2 тестовых стрима дома, дома в гостинице, такие там по 5 минут, чисто убедиться, что все есть, звук вроде идет, что меня слышно. Больше было возни с ключами к стримам, к самим эфирам. Вот. Ну вот, давайте пока от лирики отступим чуть-чуть и перейдем к другой лирике. Мы наконец-то оказались на Арбате. Хорошо, что народу сейчас вот здесь немного. Это, видимо, какая-то туристическая группа была. Как у нас украшен Арбат. Да, смотрите. Вязаные шары. Шары. Дом, музей Пушкина. Вот, здесь можно почитать, что в этом доме когда-то жил сам Пушкин. Очень красиво украшен. Все по-новогоднему, как положено. Вообще, конечно, не хватает атмосферы Нового года. Вот Пушкина у нас еще. Пушкина много не бывает. Вот вам угол пошире. Мы ведем трансляцию с моего Samsung Galaxy A53, которому уже на секундочку 3 года. Сколько у нас выдержит батарейка, я не знаю. Надеюсь, ее хватит надолго. Потому что нам еще сегодня в 2 часа желательно уже отправиться на Аэроэкспрессе в аэропорт Домодедово. Та, я так понимаю, уснула. Она у нас капризничала долго перед выходом и вырубилась. Нам сегодня предстоит прогулка довольно хорошая, на минимум 10 тысяч шагов. Все эти 2 дня мы тоже наматывали примерно по 15, ноги, если честно, стираются. Ну, даже если посмотрите стрим потом, то тоже будет приятно. Все утащили, все украли. А что там должно быть? Ничего там нету. Ладно, идемте дальше. Мы, скорее всего, дойдем до конца Арбата, только до Сретенский бульвар, по-моему, у нас там в конце. Так, мне звонят, но ответить я не могу. Звонит мама. Если отвечу, у нас сорвется стрим. Так, зима в Москве. Вот, кстати, все в Москве приурочено вот к этому проекту. То есть все общественные пространства, все украшено вот этим вот, скажем так, как это называется, это Собянинский проект, насколько я знаю. Вот, жалко, конечно, я что-то не докрутил Prism Live студию, и я не вижу чат. Очень бы хотелось посмотреть, пишет ли нам кто-то вообще. Потому что виджет чата я добавил из программы, с которой мы делаем прямые эфиры с нашей группой. О, кстати, там вот у нас вдалеке
Ароматный мир. И маленький такой, тесный, если вдруг будете на Арбате, в него ходить неудобно. Ароматный мир есть вот в конце Арбата на Сретенском бульваре направо, там буквально метров 100, наверное, пройти, там посвободнее. Ну, если вы, конечно, любите ходить в такие магазины. Так вот, почему мы дойдем только до конца Арбата? Потому что мы планируем туда пойти еще потом на Тверскую, Тверской бульвар, по Тверской прогуляться. Мы в первый день просто физически не смогли этого сделать. Хотелось бы, конечно, и с вами, друзья, прогуляться до туда, но там очень много лестниц, а у нас очень много вещей и довольно тяжелая коляска. То есть Катя, наверное, не справится с перетаскиванием ее по пандусам, и делать это нужно мне. Там у нас вдалеке Новый Арбат. Что-то мы по нему тоже не успели прогуляться. Как говорят, я не помню, кто сказал, то ли Сталин, видимо, наверное. Ну вот не подготовился, я не читал историю. Но, в общем, Новый Арбат назвали вставной челюстью Москвы, потому что город, улица изначально в городе была довольно такая деревенская, спокойная, тихая, как частный сектор, что? Да. А потом там началась активная застройка, перетаскивание домов. Давайте еще вот здесь пройдем. Плюс прогулки в это время в том, что народу пока немного, и можно хорошо, спокойно гулять, наслаждаться всей красотой арбатской. Так, детский сад какой-то. О, появились комментарии, наконец-то. Значит, виджет работает. Ребят, спасибо, что написали в YouTube. Вообще еще есть связка с комментариями с ВКонтакте. И вроде бы я ее включил. Но как это работает, я честно, ребят, не знаю, куда там надо ВКонтакте написать, чтобы оно появилось вот здесь. Но то, что вижу, прочитаю. Виталком. Привет, ребята, с Новым годом. Рады видеть вас. Рады вас видеть в Москве. Виталком, привет. Привет, спасибо тебе большое за комментарий. И я вижу еще Кирилл, наш барабанщик, написал: москвичи. И дальше мне вот менюшка не дает. Хороший прогул. Так, это москвичи, салам, да. Салам, Кирилл. Оптимистка, добрый день. Хорошие прогулки, спасибо. Ребят, это наш первый, кто только что подключился, кто вот только начал нас смотреть. Это наш первый уличный стрим. Я это делаю впервые. Никаких ноутбуков, ничего нету, никаких проводов, только телефон и стабилизатор. Мы гуляем всей семьей. Тайка, у нас дочка спит. Вот, да, машет Катя. Кстати, если хотите, чтобы Катя тоже что-то комментировала, напишите в комментариях. У меня есть вторая петличка, мы ее можем подключить. И у нас получится прям подкаст такой. Мы будем что-то обсуждать, какие-то насущные темы. Сегодня? Глинтвейн у Кати прилагает. Ладно, переключаюсь обратно на нормальную камеру. Так, где-то у нас тут должен быть стена Витеньки Робертовича. Да, кстати, вот это здесь, давайте вам покажу стену Цоя. Заходить туда не буду. Что-то здесь как-то все так маргинально довольно-таки. Ну, в общем, вот
Кристина Цоя. Показал. Галочку ставим. Так, здесь огорожено, видимо, падение предметов. Кать, мы не пройдем тут огорожено. Давай оттуда пойдем. А, стену? Я уже посмотрел стену. Вообще здесь обычно, я помню, у нас, кстати, видео есть, по-моему, 21-го года, что ли, когда мы здесь первый раз были. Здесь собирается большое количество людей, и они здесь играют песни, цоевские поют песни Мити Робертович. Так, у нас поменялась поддержка канала, я вижу, но у меня почему-то не было виджета, либо я его просмотрел. В любом случае, спасибо большое тому, кто нас поддержал, ребята. Спасибо большое. Я думаю, что где-то в часик мы вас порадуем прямым эфиром. Да что там вас, да и себя еще порадуем. Будем потом пересматривать, когда вернемся домой в город Уфа. Кто к нам присоединился впервые. Так, тут лопаты лежат. Обойду-ка я, чтобы на черенок не нарваться. Да. Эй, да что ты? Не снимай меня. Смотрите, какой красивый шарик, ребят. Сейчас мы его потрогаем с вами. Арбатские переулки. Тоже очень колоритные места. Кстати, робот Яндекс тыркается. Какой-то переулок там, говорит говорилка. Таких павильончиков очень много. Напоминает, не знаю, что напоминает. Внутри там что-то есть, типа каких-то пенопластовых шариков. Народ начинает появляться. Народ проснулся и высыпал на улицу. Кстати, вот примерно, по-моему, в этом месте мы вот когда 31 числа вечером гуляли, мы заметили, правильнее будет, наверное, сказать, известных стримеров московских. Канал. Оп-оп-оп, что-то у меня стабилизатор начал трястись. Телефон первый раз я на этот стаб креплю, он у нас обычно с камерой работает. Стримеры, прогулки по Москве, шагая по Москве канал, мы его смотрим. Не реклама, у меня канал уже не такой сильно популярный. То есть, пожалуйста, там, упоминать других блогеров, все разрешено. Ругаться только не надо. Кто? Да, доставщиков в Москве очень много. Но сейчас, по-моему, их еще больше. Наоборот. Летом их еще больше, а зимой поменьше. Летом они просто могут забивать. Плюс еще летом самокатчики есть. Сейчас, кстати, вот в чем плюс. Нет самокатов. В Москве, наверное, на Арбате и так, в принципе, на самокатах нельзя ездить. Сразу же огребутан, вкутан, пятачат будет. Давайте вправо уйдем чуть-чуть, вроде посвободнее маленько. Что касается стримов, вот таких вот стримов уличных. Вообще, идея, которую мы вынашивали, она уже вынашивана давно у нас, что мы давно хотим делать стримы. И вот начали как раз-таки это делать в Москве, наш первый испытательный стрим, прямая трансляция, испытание боем. А вообще, мы же из Уфы. Это что такое стабилизатор? Меню? Кстати, аварийничный, да. Как делают нормальные стримеры? Они показывают цены московские. Так вот, продолжим тему стримов. Мы планируем делать такие же стримы в Уфе у нас. То есть будем гулять по нашим уфимским локациям, по улицам, по каким-нибудь интересным. Да и даже не по интересным. Вон, возьмем тот же проспект Октября, где мы живем. И будем идти рассказывать что-нибудь про него.
показывать интересные какие-нибудь особенные места. Да. О, капает сверху. Температура +2 в Москве. +2 2 января. Снега нет, но мы, кажется, за этот уикенд в Москве все типы погоды испытали. Вчера, когда мы ездили на проспект Вернадского снимать для нашего фильма вставочку про иронию судьбы, ну, то есть место, где снимался фильм, балкон, дом Лукашина и Нади. Моя Надя приехала. Мело знатно. Мело так, что просто, вот знаете, не хватало еще, чтобы температура была -20, и все. Это было бы полное погружение в атмосферу зимы. Ну, на видео это все у нас будет, когда выйдет ролик. Ролик, конечно же, выйдет обязательно. Ну, сколько я его монтировать буду. Обычно на монтаж ролика у меня уходит, ну сколько? Часовой, ну в пределах часа ролик я делаю где-то неделю. Опять же, все зависит от настроения, от задумки, потому что просто смонтировать одно за другим это, ну, я так не делаю. То есть, если пытаюсь делать, то чтобы было как-то немного интересно хотя бы зрителям. Вообще, кто изначально не знает посыла, почему мы делаем ролики, почему вообще какой-то есть канал, там, и что-то мы снимаем. Вообще все началось с того, что мы как-то сидели с друзьями вечером, просматривали просто с ноутбука архив каких-то наших выездов, там, на природу и так далее. Я просто включил какую-то фоновую музыку, типа там чиллаут какого-то, и типа слайд-шоу сделал. Первая мысль появилась, а почему бы мне просто наложить музыку и не поставить все видосики и фотки одну с другим, ну, как обычно все делают. То есть первые мои ролики, они, может, даже так и примерно и выглядели. А потом как-то понеслось, захотелось чего-то интересного показать, рассказать, почему все начинается так. Ага. Говорит, уходите. Так, как оптимистка? Комментарий. Как вам Москва? Где еще хотели побывать? Спасибо за комментарий. Что касается Москвы, где бы хотели побывать? Да много где, знаете. В Москве, по-моему, чтобы везде побывать, во-первых, нужно психически, психологически подготовиться, потому что это, ну, прям, скажем так, это... Опа! Ух ты! Хорошо, что мы ушли. Так, у нас тут, видите, это же прямой эфир. Все как в реальности происходит. Да, давайте вернемся к Москве, где бы мы хотели побывать. Надеюсь, больше ничего не будет падать. Нам сегодня бы домой улететь. Вообще, вчера у нас произошел недопонимание небольшой. Мы хотели поехать на речной вокзал. Это, господи, в какой же этой части Москвы, я даже не знаю, как объяснить. Ну, в общем, если ехать на метро от той же Смоленской, где вот мы сейчас откуда стартанули, ну, примерно 45 минут, ну, в пределах часа, может быть. Но было время уже позднее, плюс вот эта метель, плюсом мы еще... Ого! Экшен. Оно само падает или ему помогает, интересно? Ладно, все, давайте пойдем дальше. Страшно? Звуки страшные вообще, капец. Да, в общем, да, вернемся давайте к тому, где бы мы хотели побывать. И, ну, в общем, не поехали мы туда, потому что я там напрогнозировал примерно 3 часа туда-обратно. И по моим
прогнозу мы должны были вернуться в гостиницу, ну там поздно, короче, прям. Да и физически уже, вот лично, вот у меня прям вчера уже там начались вот эти возрастные проблемы с суставами. Господи, я вроде не такой старый и чувствую себя душой молодо, но почему-то вчера коленка у меня левая начала подвывать, и я уже, если честно, на последних метрах коляску затаскивал по пандусам, ну, уже как каракатица, медленно очень. Что? Русские народы. Сувениры. Ну, улица Арбат, она довольно такая сильно туристическая. То есть тут у нас всякие сувениры, очень много различных сувениров. Такое все национальное, красивое. Когда вдруг решил ты Крылатым стать снова. Мы эту песню, кстати, с нашей группой учим, играем, может быть, даже выложим где-нибудь в лайвовое выступление с какой-нибудь репетиции. Я уже вижу конец Арбата. Ну, в общем, так, мы 28 с половиной минут в эфире. Но думаю, что еще сколько сможем, но если сможем до часа уложиться, то, конечно же, протянуть до часу, скажем так, то обязательно это продлим наш стрим. Поддержите лайк и прожмите лайк, друзья. Кстати, в конце Арбата, сейчас мы вот до туда дойдем, там всегда практически, ну, мы на других стримах видели, там всегда выступает рок-группа, кавер-группа. Играют очень здорово ребята. Мы их всегда слышали только в стримах, в эфирах у других ребят. В 31 числа они играли вечером. То есть это было где-то в районе по местному около 9 вечера, по-моему. Классно играет. То, что вот на стримах звук, конечно, видимо, у блогеров, у стримеров он уже там с шумоподавлением петлички. У меня сейчас в петличке, звук у нас, кстати, в петличку идет, так как я уже говорил выше. У нас без всякого шумоподавления петлички у нас Боя. Мы их используем уже 2-й год. Все наши видео стараемся с хорошим звуком делать. Где бы еще в Москве хотели побывать? Честно, даже не знаю. Вот мы, ребят, подошли очень ответственно к нашему трамваю. На речном трамвае хотели покататься. Электрабль. Их там много, они стоят возле Казанского вокзала. Да вообще много станций вот этих электрических, речных трамвайчиков. Мы составили целый список, когда выдвигались, собирались. Да, у нас было очень много пунктов, но выполнились от силы процентов, наверное, ну сколько, 20 в лучшем случае. Кать, тебя зовут, да? Туда? Сейчас мы сейчас вышли на Сретенский бульвар, если я не ошибаюсь. Давай здесь пройдем. Сейчас пойдем в переход. Новый Арбат. Вот мы идем по Новому Арбату. Мы подходим к Новому Арбату. Сейчас его чуть-чуть снимем. Что касается так называемых усилений московских. Ну, конечно, это столица. Здесь все ориентировано на то, чтобы люди были в безопасности. Соответственно, различных служб здесь просто, ну, очень много. Ага, там чистит снег, смотри, там падает все и огорожено. Давай тогда перейдем вот туда, направо. И там уже будем как-то ориентироваться по ходу дела. Потому что выпал снег, и он везде падает с крыши. Давайте покажем немножечко Нового Арбата нашим зрителям.
ту самую вставную челюсть. Ну, сегодня погода, конечно, не радует видом. Ну, в общем, вот. Тут ресторан, по-моему, Прага, что ли, если я не ошибаюсь, называется. По-моему, он не работает уже давно. Мы вчера были еще на ВДНХ. На ВДНХ ничего. 1 января, во сколько мы там были? В 11 утра там ничего не работало. Вообще. От слова совсем. Так, я думаю, как-то нам сейчас надо вот туда и туда вот попасть. Хочу на этот бульвар, хочу, чтобы потишине идти. Так, я сейчас телефон на домкате, чтобы у нас работало все. А сам повезу коляску. Так, нам налево. Надеюсь, связь не пропадет. Давай налево как-то аккуратненько. Налево, налево, налево. Чем ближе к центру, тем больше становится людей и тем менее комфортно становится передвигаться. Что творилось в центре 31 числа, друзья, это вообще просто какая-то катастрофа. Я, наверное, закадровым потом голосом все это расскажу, когда будем монтировать ролик. Дай бог здоровья. Да, да. Надеюсь, Катя, было слышно. Так. Если я не ошибаюсь, это у нас тут как ЖКшка, которая здесь строится, называется Никитский бульвар. Фу, Никитский ЖК. Предположу, что это есть Никитский бульвар. Да, вот, там плохо, наверное, видно. Вдалеке. Никитский бульвар 5. Кстати, кто нас смотрит, можете поделиться ссылочками с друзьями. Пусть кто-нибудь еще присоединится к нашему стриму. А что еще делать 2 января утром, кроме как доедать позапрошлогодний оливьешку? Да ё-моё, у меня стабилизатор не откалиброван из-за веса телефона и немножко потряхивает его. У нас тоже было и оливьешка была, и чуть-чуть шампанского. Все было, ребят, у нас по-новогоднему, как положено. Мы все доели. Все съедено. Ой, на меня капает что-то. Будем идти чуть-чуть подальше от фасада. Вообще, что касается того, чтобы побывать в Москве, я сторонник, если честно, не таких помпезных, значимых там мест, типа Красной площади, там, какой-нибудь там Трубной площади, там, еще чего-то. Ну, вот куда народ, когда приезжает в Москву, в первую очередь
двигается. Ну, наверное, на Красную площадь и во всякие там близлежащие локации. Я нет. Я, конечно, ну, для галочки, конечно, туда с удовольствием бы сходил. А вообще мне интересны в первую очередь какие-то места, связанные, ну, вот, например, со съемкой фильмов. То, что вот мы вчера на Вернадского снимали. Кто следит за нашим каналом, мы делали про Белорецкий район фильм, ездили по следам фильма «Сестренка», фильм режиссера Александра Галибина, очень потрясающий фильм. Если вдруг кто не смотрел, посмотрите, рекомендую к просмотру. Фильм, снятый по пьесе по рассказу Мустая Карима, нашего башкирского писателя. Потрясающий фильм, он прям за душу берет. Вот раза, наверное, там с третьего, когда я смотрел, может, как я просто сентиментальный такой, может, как-то обстоятельства так совпали. Но, если честно, он меня прям вот вообще растрогал сильно. Может, даже вот в эти праздничные выходные дома мы, наверное, посмотрим, да, «Сестренку» Галибина. Вообще, в выходные любим посматривать фильмы любимые. Напишите, кстати, какие у вас любимые фильмы. Это же такой вопрос. Это про фильмы можно спорить, там, делиться бесконечно. Это как говорить о том, какое масло заливать лучше в мотор. Мы еще любим Blade Runner 2049, это «Бегущий по лезвию» с Райаном Гослингом и Анной де Армас. С Новым годом! Написали в комментарии. Блин, меню мне вот надо будет в следующий раз чуть-чуть виджет подвинуть. А, я его сейчас могу подвинуть чуть-чуть. Опа. Кумпель Елена. Лена, спасибо большое тебе за комментарий. И тебя тоже, вас тоже с Новым годом. С наступившим 2025-м. Счастья, здоровья, всего наилучшего. Желаю от всей души. Почти 40 минут мы в эфире. Шарики так болтаются, интересно. Динь-динь. Я думаю, 20 минут еще походим. О, а давайте вон в тот тоннель зайдем. Надо здесь перейти будет. Но переходить мы будем пешком, да, смотрите, нам сказали переходить пешком. Давайте пойдем. Вот, прямо сейчас у нас будут ставиться галочки в нашем чекпоинте, в нашем виш-листе. Блин, хоть одно русское слово, да, Матвей, скажи, что такое чекпоинт, что такое виш-лист. В наших планируемых, наших планах посещения уникальнейших мест города Москвы, города Москва. Кто как говорит, кстати, кто говорит, что можно города склонять, кто говорит, что нельзя. Вот мы любители Абхазии, и город Сухум, когда речь идет о городе Сухум, местный особенно народ очень не любит, когда это название склоняют. В Сухуме, приехал из Сухума, они это не любят. Они говорят в городе Сухум. Все, других вариантов у них нет. На будущее вдруг кому-то будет полезно. Так, давай по пандусу очень аккуратненько. Блин, мы даже не снимаем видео для нашего фильма. Давайте я сейчас попробую поиграть в мультиинструменталиста. Достану нашу диджайку. Опа, 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 опа. Сейчас я помогу. Экшен прямо сейчас. Скользко, однако.
Так, достаю DJI-ку, чтобы хотя бы немножко снять. Ну, может быть, я, конечно, из нашего стрима вставлю какие-то кусочки. Наша DJI Osmo Pocket. Спасибо Сереже Ямаеву за такую классную камеру. То есть я сейчас снимаю параллельно на 2 устройства. Кстати, Сережа Ямаев, привет тебе, дорогой. Мы с тобой пойдем гулять 6 числа, помнишь, если ты смотришь этот стрим. А другому Сереже, Сухумскому, я хочу передать привет, когда он будет смотреть. Сережа Сухумской, привет, дорогой друг. Я тоже делаю стримы через Prism Live теперь. Это первый наш стрим. Так, я увлекся немножко и ушуршал. Здравствуйте. Ледяных скульптур не видел? Нет, не Вот видел. они бы растаяли уже. Ледяные, ну да, кстати. А ты ледяные скульптуры не видел? Нет, не видел. Вот этот вот наш красивый арки. Очень много вот таких вот в Москве арок 2025. Так, мы пришли на какой-то очень большой перекресток. Я здесь впервые. Туда? На бульвар дальше? Сейчас загорится нам зеленый. Давайте пока просто посмотрим, что у нас тут есть. У нас не iPhone, у нас Samsung, поэтому пошли. У нас нет такого зума, как у других стримеров. Посмотрим, что за адрес у нас. Тверской бульвар, друзья. Еще одна галочка в нашу копилку. Мы пришли на Тверской бульвар. Пандуса не вижу я здесь почему-то. А? Ну ладно, да, Катя туда пойдет, я пойду сюда. Арочки, арочки. Пойдем. Колокольчик. Все снимем. Здесь у нас какая-то аллея, посвященная людям, которые что-то поменяли. О, как здорово. Красиво. Красивая аллея. Ну, конечно же, невероятно красиво это все было бы, наверное, когда был вечер или ночь. Ну да ладно, пусть и так тоже будет. Идем дальше по Тверскому бульвару. Если мы успеем, конечно, за оставшееся время, еще свернем на Тверскую, если успеем. Мы обычно гуляем и включаем 2GIS какой-нибудь, но в этот раз 2GIS в плане планирования маршрута на метро конкретно подвел. Я не знаю, что с ним случилось. Только у меня такая ерунда в телефоне или у всех. В общем, он исключительно на метро не строит вообще никакие маршруты. Хотя до этого всегда, ну, года 3 подряд я пользовался 2GIS для построения маршрутов. То есть он показывал, спуститесь. Что папа написал? Нет? ВК. Так что привет. А, вот еще одно доказательство, что в ВК комментарии не просачиваются. Спасибо. Твой папа написал? Твой. Мой папа написал. Пап, привет. Не, давай так лучше. Если ты нас смотришь, привет. Мы гуляем по Тверскому бульвару. Если кто из зрителей, присоединившихся, смотрит нас сейчас и хочет поддержать вдруг непреодолимое желание поддержки нашего творчества,
что кроме QR-кода, есть еще, по-моему, в описании все для всяких поддержек. Ну, никто никого, конечно, не заставляет. Все это дело добровольное. Просто почему бы и нет. Я, например, пару раз стримеров поддерживал там, рублей по 100. Ну, правда, не впустую. Я там одного попросил песню спеть. Он сказал, а я эту песню не знаю, не буду. Он сидел, пиво пил там. Потом Александра Усольцева, канал Moscow Walks, мы поддерживали пару раз тоже. Небольшим донатом, небольшой поддержкой. Потому что часто смотрим. Ну и может быть даже в какой-то степени визуал нашего стрима сейчас может напоминать канал Moscow Walks с QR-кодом тем же вот этим. Ну, потому что все используют довольно типовые программы для стримов. Что ж с Рутубом-то делать, друзья? Давайте жаловаться, что ли, на них. Чего они ничего не делают? Так, дядя бежит. А Динамо бежит. Все бегут. Напишите, кто смотрел «Джентльменов удачи» в этом году. Полностью. От начала, от сих до сих. Приду, проверю. Он паровоз. Кто? Он паровоз. Паровоз. Свернем на снег. Снег в Москве. Если его и сильно поискать, то он есть. Правда, мокрый, растаявший, но все же снег. Такая погода. Какая-то осенняя, что ли. Или нет, наверное, даже больше на весну, на позднюю такую похоже. Как бы когда снег уже почти весь растаял. Какой-то генератор будет здесь. Питает, наверное, всю вот эту вот, весь этот паровозик. Звук дизельного двигателя, дизельного генератора. Ну вот давайте покажем паровозик этот. Лужи. Чем пахнет? Елками? Как будто елками пахнет, друзья, немножко. О, ветер начался. Что творилось на Смоленской площади, когда мы начинали эфир, это вообще просто что-то невероятное. Мне чуть стабилизатор не сдуло там с этой штуки. Вообще просто. Такой вот сегодня у нас ветреный и пасмурный день. Деревом. Потому что эти вагончики, они полностью деревянные, точно. Вот же видно. Давайте на диджайку чуть-чуть снимем маленечко. Все, что успеем. Честно, уже столько всего снимали. Я даже не знаю, что еще можно снимать. Здесь, конечно, мы еще не были. Сниму сам себя. No face detected. Во. Если вдруг меня там видно, я не видно, наверное. В общем, я сам себя снимаю. Ух ты. Осторожно. Лошадка прилегла.
какой-то храм вдалеке. Красивый. Вот у нас театр какой-то. МХАТ, ё-моё. Друзья, это тот самый МХАТ, откуда выпускаются различные знаменитые артисты. И когда ты встречаешь человека из МХАТа, он, наверное, должен делать так. Типа, я артист больших и малых академических театров. А фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Когда меня спрашивают иногда, какая у меня фамилия, я тоже говорю, что она слишком известная. Кто из наших, может быть, новых зрителей подключился? Я Матвей Дренкин. Я из города Уфы. Мы всей семьей гуляем по Тверскому бульвару в данный момент. Едет уборочная техника, разбрасывает реагенты, наверное, раскидывает, чтобы побольше было. Бедные наши ботинки. Мы ничего не брали для обслуживания обуви. В общем, дому придется полное комплексное обслуживание делать. Впереди у нас еще один красивейший тоннель на Тверском бульваре. Сейчас мы его тоже обязательно заснимем. Ну а в конце, там вот, наверное, на площади, возле елки, да, наверное, закончим, потому что, конечно, пауэрбанки-то у меня все есть, но телефон долго не выдержит, да. Что там? Там уже ничего снимать. Ну как, есть еще Тверская. Ну вот сейчас арочку вот эту снимем справа. Смотрите, как красиво. По-моему, кстати, здесь где-то на Тверском бульваре самый первый Макдональдс, который открылся в Москве. По-моему, он слева должен быть. Строим новогодние мечты. Городок деревянный. Эх, сегодня вечером мы уже будем дома, в городе Эфе. Может быть, кстати, за праздники, за выходные мы еще проведем стрим в Уфе какой-нибудь. Посмотрим. Посмотрим то, что вот мы сейчас снимаем, как это вообще выглядит. Насколько понравилось это. Пишите комментарии. Да, пишите в комментариях. Активность какая-то, ребят. Пишите в комментарии, подписывайтесь на Telegram, на другие наши все популярные соцсети. Все есть в описании под всеми роликами. Как в ВК, так и во всех, в общем. Ой, сейчас, секунду. Сейчас, простите, я же хотел прям вход. Хорошо, что у меня на DJI угол пошире. Я смогу хоть немножечко их красиво снять. Ребята, мы одни. По-моему, Усольцев здесь как раз гулял, да, Кать? И мы так завидовали. Да блин, как тебе повезло-то, а? Что ты один идешь по этому красивейшему тоннелю. И смотрите, я, кстати, хотел новогоднее поздравление сказать, и что-то как-то выскользнуло это из памяти. По поводу желаний. Вот это у нас, в общем-то, и было тоже, скажем так, желанием таким. И оно сбылось. Я к чему? К тому, что желания всегда материализуются. Ну, особенно, если они еще и хорошие, добрые. Проверено неоднократно на личном опыте. Тайка спит. Хорошо, что спит. Куролесила она сегодня перед выходом знатно. Ну, кстати, вообще, почему мы еще делаем ролики, вот я тоже об этом иногда забываю сказать. Мы путешествуем с ребенком уже практически, не с момента рождения, как у нас дочка родилась, но первое наше большое путешествие было в 4 месяца в Москву. Мы летали. И с тех пор
Стараемся вообще не упускать никаких путешествий, возможностей выехать. И вот что могу сказать. Ну, у нас есть какой-то, наверное, определенный опыт уже в этом деле. Ну, как и у всех других родителей. Просто некоторые родители сидят по домам. Пандуса нет, да? Сейчас нам придется выкрутиться как-то. Сейчас мы сделаем все следующим образом. Так вот поставим. Постараюсь не кряхтеть. Вот так вот приходится весело иногда это делать все. Вот, мы можем делиться опытом, если что, путешествие с ребенком. И всегда будем... Я же не заснял вот ту арку. Ну, ё-моё, ладно. Как есть. О, кстати, у меня есть зум. Ребята, у меня есть зум. Как на айфоне. Вот еще одна арка. Ну, пошли туда сходим, наверное, к той арке тоже. Здесь есть переход пешеходный. Ну и здесь у нас аэрофлотовская елка. Еще одна арка. Этих арок в Москве, кстати, много очень. Классно, классная прогулка. Мне вообще нравится. Как у настоящих стримеров, да? Ну вот, какая красота. Даже днем, когда это дело светится, просто светится, выглядит довольно эффектно. Площадь Пушкина. Александр Сергеевич, мое почтение. Ну что, 59 минут в эфире. Давайте потихонечку закругляться, потому что нам надо двигать дальше. Время у нас 11:52. Через 2 часа мы должны быть в аэропорту. Ой, на вокзале на Павелецком. Поэтому будем заканчивать. Всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, этот стрим вам понравился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Как настоящие блогеры говорим, да? И всем до скорого, всех благ с наступившим Новым годом. И пока. Я Матвей Дрёнкин, Катя Дрёнкина и Таечка Дрёнкина тоже с нами спит.